Агинский национальный музей имени известного исследователя Тибета, профессора Гамбажапцибикова, в 2021 году отмечает свое 60-летие. 60 лет назад, в 1961 году, в Агинско-Бурятском национальном в то время округе с размахом начиналось второе рождение культуры. Строилось двухэтажное каменное здание Дома культуры в поселке Агинское. Открывалась музыкальная школа. В селах округа планировалось строительство типовых домов культуры. И появилась необходимость в окружном краеведческом музее, где отражалась бы история степной Аги и хранились бы исторические ценности. Инициативу по открытию музея проявил известный бурятский писатель, чьи произведения уже изучали дети в средних школах, Жамьен Балданжабон. Инициатива создания музея была поддержана руководством. Заведующим окружным отделом культуры в то время работал Ждаржиев Жигич Жабдаржиевич, позже проработавший много лет директором этого музея. На втором этаже этого здания, где внизу располагался магазин «Весна», выделили одну небольшую комнату под музей. В ней обосновался Жамьен Балданжабон, и первым делом его деятельности был сбор экспонатов. Бухы экспонату соглаши хилы. И хилхиде ягат и хилхам бухиде гэхэн. Тыры партийные собрания, всякие сессии, болдык вегагышта техде парторгам, председателям сельских советов давали задание с каждого села, илдывын уртане юмнуши, асартык вегать также прямо задание давали. Жамьен Балдановичу не раз приходилось ездить в Читу, в областной краеведческий музей, за консультацией о том, каким образом следует включать новые предметы в музейные фонды. Работа в небольшой комнате длилась почти 2 года. Появилась большая амбарная книга «Святая святых» в музейном деле, книга поступлений, куда от руки записываются предметы, принимаемые в музейные фонды. Как видим, запись от 1 апреля 1961 года сделана рукой Жамьяна Балданжабона. Под самым первым номером записан предмет под названием «Лиячик». Это ковшик для разливания расплавленного металла. Изготовляли такой ковшик в основном из глины. В нашей книге записано, что предмет изготовлен из талькового сланца. Книга непрерывно заполнялась до 4-го года уже 21 века. У истоков создания музея стояли энтузиасты, ветераны старшего поколения. Они же входили в первый научный совет. Это начальник окружного управления культуры Даржиев Жигич Жабдаржиевич, писатель Жамьен Балданович Балданжабон, Цибенжаб Ирдыневич Циденов, краеведы и учителя-историки Дамдинжу Найдано, Цибекжаб Балдано, Тимур Ухинович Залсарайн, Падма Базарнам Сарайн, Чемидаржадак Баин, Конгар Санжимитупов, Дугар Найдано, Циринжаб Батамункоев, Жамьен Аюшеев, Балданов Базар. Очень много интересного в книге приказов того времени. Опять видим почерк Жамьяна Балданжабона. Приказ номер 1 по Агинскому окружному краеведческому музею от 1 апреля 1961 года. Принят на работу в качестве научного сотрудника Циринжаб Батамункуев. Ему же возложена обязанность заведующего фондами. Постепенно количество экспонатов увеличивалось, и в небольшой комнате стало тесно. Вскоре музею было выделено старое деревянное здание бывшей церковно-приходской школы, в котором к тому времени располагалась Агинская школа. И в этом здании были оформлены стенды и экспозиции, повествующие об эпохе камня, металла, о происхождении и вхождении бурят в состав России, буддийской религии, обустроен уголок о Гамбажапцибикове, Великой Октябрьской революции, о советском периоде. Видим копию настоящего приказа по Агинскому окружному отделу культуры. 21 мая 1963 года открыт первый в истории Агинско-Бурятского национального округа окружной краеведческий музей.
Жамьен балданыш балдын жобаны хулар балжың мұтаржайын худылжы байға мне ерхіді. Тегет юмымны хомырда зірімсік хомыр, хадахудың хомыр тегетлі музеймне ортайқына нега бешехин модын гырбайха терен сал мастерскайхин юмат архалхада тарулха ширдихи бариха тегетлі экспонатоты хыжихилепте ветерины юмат архалапте тегетлі терен саға ортненға байт зирзімсік юма бұлтен картышқа документі бұлтен тарулжа хыжихилепте тегетлі теруиді ехі юмын хомыршық байға кәшігу. Шиташыжы шитин снабз бейті шат яғы жарызын рәт қабыжы материал норма рухы. Тегет ошат сқаладың ошқыды қарғдауы юмын оты хобежіл байға. Тегетлі баға-бағар юма сауылы оладыла музейміне жыл ябығын кеші. Менгі юхын соң жары юхын онда отдел культурин даргавайна жигжичеп даржиев мане музей директор болшы ирет ушо штат хунзомне немыжихиле тегедла ажыл хытымне урмуте ехавая байтывайга. Музеем руководил Доржиев Жигджаб Доржиевич. В течение 30 лет кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер Ордена Дружбы. Музей обогатился археологическими материалами, собранными на территории Агинского округа. Уникальным предметом музея стал бронзовый котел, найденный в селе Сутунтой, представляющий огромную историко-культурную ценность. Том достояние музея я могу сказать то, что оно на бронзовый котел Окладникова. И ныне Окладников Олдот Ават он хотел увезти в Новосибирск. Он хилги ему гадагби на котел Олвые, и ныне Новосибирск это вообще такое достояние, и ему котел Олдотыкшевый, только вот она где-то в Японии или где-то Ямбышагу гже им котел нотбега котел Чингисхана гже жойор я иматта тегет и не окружком партии была в то время тегет угугуй. Теперь этот бронзовый котел находится в экспозиции Агинского уже национального музея имени Гамбужап-Ципикова. По словам ветерана музейного дела Цепелмы Будаевны Балдаровой, также к достоянию можно отнести скульптуру знаменитого бурятского мастера-воятеля Даши Намдакова. Буддийские предметы, находящиеся в зале буддизма и этнографии. В 1981 году отметили 20-летие Краеведческого музея. На фотографии много знакомых лиц, которых узнают люди старшего поколения. В конце 1980-х годов сотрудники музея на обычный бытовой магнитофон стали записывать звуки встреч с ветеранами. Таким образом, сохранились магнитные ленты с воспоминаниями участников войны. Как это происходило, видно на фотографии. И вот звук тех встреч. Ведь дети – наше будущее. Придется вам продолжать дело своих отцов, матерей, старших товарищей. Вы, сыновья, вы должны сделать и будете сделать жизнь на земле лучше и счастливее. А чтобы стать такими людьми, нужно готовить себя заранее с школьных год. Перед вами большая ответственная задача – продолжить дело старших товарищей. В апреле 1943 года были высажены десантом на Малую Землю. Как известно, Малая Земля была завоевана десантниками моряков
под командованием майора Куникова с тем, чтобы с тыла врага помочь в захвате города Новороссийска. И вот получен приказ, и мы прибыли вечером в город Геленджик. Были посажены на мотоботы. 5-6 мотоботов буксировал рыболовный корабль один «Сенер», так называемый «Сенер». И мы поплыли на Малую Землю. В 1980-х годах сотрудники музея вместе с директором Жигжи Абдаржиевым на музейном автобусе «Кубанец» часто выезжали научно-полевые экспедиции, совмещая исследования с активным отдыхом. До недавнего времени на слуху были имена сотрудников. Это Дулмужа Бнимаевна Будажапова, Цибилма Будаевна Балдарова, Цицигма Цингуевна Батмациренова, Цирена Бедуевна Гончикжапова, Лыгжину Лупсановна Лупсанова, Бадмысрин Жукдурович Камбажапов, Аюр Бальжнимаевич Жикжиджапов, Баир Дамдинович Будажапов и Батыр Дарижапович Батажаргалов поныне работают в музее. Я составлял этикетажи, монтировали выставку, новые экспозиционные щиты, стенды вместе с Дулмужей Бнимаевной. Она в основном меня учила, как и что делать в музее. Переход из деревянного здания в новое каменное типовое здание осуществлялся при директоре Гармажапове Батажаргалабедуевиче. Сегодня принцип работы музея сохранился по-прежнему. Также собираются детвора в залах музея, проводятся экскурсии, встречаем далеких гостей, планируются музейные уроки. Замораживает ваша мама? Да. Эти выходные я тоже заморозила. Вы любите бузы? Да. Требования ужесточаются, объем работы добавляется, но сотрудники Агинского национального музея под руководством своего директора Рыгзин Циреновича Даржиева выполняют все требования, наложенные в обязанности музеев, и продолжают работать над улучшением результатов своего труда. Фондовая работа нашего музея ведется согласно инструкции по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций, которая была составлена еще в 1985 году. Сейчас у нас проводится большая работа по внесению всех музейных предметов основного фонда в государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Деятельность нашего музея насыщена и разнообразна. Научные сотрудники активно участвуют во всех научно-практических конференциях, ведут научно-просветительскую работу. Уникальная возможность сочетания научно-исследовательских и культурно-просветительских функций определяет содержание, новые подходы в работе и развитие музея. Ежедневная загруженность сотрудников достаточно велика. К повседневным обязанностям входит составление научного описания предметов основного фонда. Все предметы, находящиеся в экспозиции, и другие, находящиеся в фондах, должны иметь научное описание. Поступившие в музей новые предметы рассматриваются экспертной комиссией, и наиболее ценные предметы общим решением комиссии включаются в основной фонд музея. Каждый предмет основного фонда имеет свой инвентарный номер. В компьютере создается база данных всех музейных предметов с фотографиями.
Затем предметы вносятся в электронный каталог музейных предметов Российской Федерации с помощью специальной программы. К каждодневным обязанностям сотрудников входит подготовка к экскурсиям, выбор темы и составление музейных уроков, лекций, планирование новых экспозиций, подбор предметов для выездной выставки. Каждый год в дни летних каникул сотрудники выезжают в детские лагеря отдыха «Дружба», «Наран» с выставками и лекциями. Принимает участие в научно-практических конференциях, проводимых на окружных, краевых, зональных уровнях. Агинский национальный музей ежегодно проводит научно-практическую конференцию «Циринташиевские чтения», конференцию, посвященную первооткрывателю водораздельной точки Тимуру Жалсарайну. Сотрудники занимаются поисками, исследованиями. В течение последних 10 лет проведены исследования по 8 агинским родам. По каждому роду по отдельности проведены встречи в музее. Также проведены встречи с представителями других хоринских родов, с представителями хамниганских родов. Также проходят встречи с представителями других национальностей, проживающих на территории Агинского округа. В итоге выпущена книга на бурятском языке, где опубликованы наиболее известные представители 8 агинских родов. Над его изданием трудились сотрудники Агинского национального музея имени Гамбужап-Цибикова. Много страниц и бумаг исписаны за изучением жизни и истории бурятских просветителей Базара Баратина, Цвена Жамсарано, Убашиса Бегангодова, Шайжилхамы Базарона, ученых Гамбужап-Цибикова и других великих сынов Аги, чьи имена и фотографии находятся в постоянной экспозиции музея. На территории музея в 2020 году установлен памятник известному бурятскому врачу тибетской медицины Петру Бадмаеву. На втором этаже представлены стенды с именами и фотографиями таких же сынов и дочерей Аги, как вышеперечисленные имена. Это современные доктора наук, выходцы из Аги. Их количество продолжает расти. Все это результат поисковой работы сотрудников музея. Музей сотрудничает с музеями Забайкальского края, такими как Забайкальский краеведческий музей имени Кузнецова, музейно-выставочный центр города Чита, Бурятский художественный музей Сампилова, Музей истории и культуры народов Севера, Нерчинский, затем Оловянинский краеведческие музеи, Агинский музей природы, Музей истории Восточного Ямака Монголии. Тесно сотрудничают с сельскими музеями и музейными комнатами Агинского бурятского округа, проводят с ними конференции, семинары, обучение, оказывают и методическую, и практическую помощь. Часто занимаются оцифровкой старых магнитных лент, архивных кинодокументов, фотонегативов. Таким образом, накапливается огромное количество полезной и исторически ценной информации. В музее создаются видеофильмы об известных земляках, об основателе музея Жамьян Балданжабоне, о знаменитом бурятском певце Болот Бароеве, о герое России, партизане Брянщины Падмежабоне, о Циринджап Сактоеве, также фильмы о деятельности театра песни и танца Марсе, о его создателе Баир Мункажаргалове, фильмы к 200-летию Агинского дацана, 180-летию Агинской школы, к международному фестивалю Алтаргана в номинации на Амгинбуса созданы фильмы о деятельности бурятских фермеров Тумуровых,
Кондаковых и так далее. Полный список созданных фильмов будет долгим и нудным. Каждый год сотрудники музея выезжают на научно-полевые экспедиции. Побывали в пещере Хэйтэй, вдоль и поперек прошли по тротам буддийской святыни Алхана, побывали на Хандуйском городище. Изучили следы огромных ладоней великана на южной стороне горы Саханай. Все сотрудники прошли профессиональную переподготовку на базе Забайкальского государственного университета и получили дипломы соответствующего образца. Сотрудники проходят курсы повышения квалификации в разных центрах в дистанционном режиме по музееведению, обновляют свои знания, знакомясь с новыми поправками в постановлениях и приказах правительства России о приобретениях, коллекционированиях, экспонировании, учету и хранению музейных предметов. При открытии нового каменного здания с помощью сотрудников Читинского краеведческого музея были созданы эти экспозиции. Со временем их содержание меняется, создаются новые экспозиции. Каждый месяц открывается новая выставка. В нашем музее побывала выставка живых экзотических животных, выставка динозавров, восковых фигур, оптических иллюзий. В момент празднования 60-летия музея была развернута выставка изделий декоративно-прикладного искусства агинских умельцев. Агинский национальный музей посетили самые разные знаменитости. Это видно из книги отзывов. В год открытия музея и в последующие годы в музее побывало много бурятских известных писателей. Это Цедин Жабжимбиев, Тажирбтын Батажабе, Тандагул Зутуев, Георгий Граубин, Кунга Чемитов, Сактын Амтоев, главный редактор журнала «Байкал» Африкан Бальбуров, далее ректор Восточно-Сибирского государственного института культуры доцент Жалсабон, член-корреспондент Академии наук СССР Алексей Окладников, ряд должностных лиц из Москвы, корреспондент «Красной звезды», Герой Советского Союза Александр Парадович и Герой Советского Союза генерал-майор Константин Малыгин, легендарный снайпер Второй мировой войны Семен Намаконов, ведущие экономисты Госплана РСФСР, представители Министерства культуры СССР и РСФСР, сотрудники Московского рентгенно-радиологического института Министерства здравоохранения РСФСР, также очень много гостей из ближнего зарубежья, Монголии и Китая. Гостями музея были и мэтр советской эстрады профессор Иосиф Кобзон, современные артисты российской эстрады, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Дзю. И это далеко не полный список знаменитостей, посетивших наш музей и оставивших свои отзывы. Смотрители выполняют строгие обязанности по сохранности музейных предметов, находящихся в залах музеев. Но каждый год, помимо своей основной работы, выращивают рассады для огорода. Это дополнительный стимул к увеличению внебюджетных средств. В подвале музея находятся не только хранилища предметов, но и мастерские. Здесь мастера на все руки пилят, строгают, изготавливают стенды. На территории музея часто проводятся субботники по его очистке, проводится благоустройство территории. Идут не только ремонтные работы, но и строительство хозяйственных объектов в полном смысле этого слова.
В 2019 году своими силами мы построили гараж на 2 автомашины. Холодный склад, туалет. Мы изменили этнографический комплекс. Под юрту построили площадку на сваях, а также отремонтировали татурга и тележку, сани. В этом году планируется построить навес над юртой. За эти годы именно коллектив музея добился очень многого. И были созданы новые здания, новые экспозиции. И было сделано очень много работ. И я хочу сказать о том, что в музее каждый научный сотрудник, каждый работник музея внес свой большой вклад в общее дело нашего музейного дела. Но в настоящее время в музее работает очень дружный коллектив. И я хотел бы поздравить всех наших работников, всех музейных работников нашего Одинцкого Бурятского округа с юбилеем 60-летием нашего родного музея. На сегодняшний день музей имеет большое значение в политической, культурной жизни нашего округа, нашего Забайкальского края. Задачи наши ясны, и музей успешно справляется со своей задачей. У нас много посетителей, мы успешно выполняем государственные задания. И хочу сказать, с днем рождения, с юбилеем наш родной музей. Магойтуйские музейщики горячо и сердечно поздравляем коллектив музея и желаем коллективу дальнейшей плодотворной работы на краеведческом поприще. Со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы краеведческая работа в нашем Агинском округе была на достойном уровне. 60 лет – это дата непростая. И я поздравляю всех сотрудников музея с этой датой. Я желаю нашему окружному музею развиваться. А сотрудникам его желаю долголетия, здоровья, счастья, новых творческих идей и всего самого доброго. В 2020 году, в очень непростое время, связанном с пандемией коронавируса, сотрудники музея были вынуждены работать дистанционно, проводить музейные уроки и свои встречи в режиме онлайн. В канун празднования 60-летия нашего музея уровень опасности пандемии снижается, и в дальнейшем надеемся вернуться в привычный режим работы, и нас ожидают более интересные открытия, исследования, события и мероприятия в будущем.